Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Сейчас, подожди, изменим сейчас. Сейчас. Нашел уже правду скучу. Нашел. В другую сторону. Нашел. Ведь надо скучу. Приветствую всех. Сейчас будем настраивать. Все, секундочку. Это он уже в Дербент пробрался. Поэтому шифруется. Тонахчи, как поживаете? На курорте. Соляв в Дербент пробрался. Готовит перестройку. А сейчас как слышно? Ты меня аузубилля или как? Отлично, наш лауреат вернулся. Если вы должны входить в туалет, ухтышки, не забудьте прочитать дуа. Спасибо тебе, ухтышка, сестра моя, что ты мне напомнила. А когда я буду выходить, я должна что-нибудь читать? Конечно же. Спасибо тебе, ухтышка. Ну, я тогда пойду тогда все-таки, уже у меня же дела не терпятся. Она... Хорошо, смотри, сестра, не забудь. В туалет ходишь с левой ноги, а выходишь с правой. Запоминай. Аузубилля. Смотри, перспективная тема, грядущая перестройка, да? Потом борьба православных мусликов с неправославными бусурманами. Я только сегодня узнал про гимн Краснодарского края. Зашел к Шамилю, и Шамиль говорит, там какой-то гимн Краснодарского края, мы пойдем на смертный бой с бусурманами. Я такой, ничего себе, надо... Тоже Шамиль. Как это? Да, я иногда захожу, там слушаю, я ради прикола, меня веселят их недавно. У них сегодня были разборки, короче, между ихними племенами. Аварцы, то лезгины, там, кто круче, кто кого что отобрал, кто при власти, у кого 2 деревни отобрали, у кого там забор построили, у кого что-то. Ну, в общем, короче, они не готовы к перестройке. Опять. Короче, идет Рубилова, да, я так понял? Да, у них там мощный джихад. У них внутренний джихад между ихними. Слушай, ты скоро станешь специалистом по всем исламским вопросам. Главное, знаешь, ты сегодня закидываешь эти самые ссылки. Я думаю, ничего себе наш Дон Авчи, маньяк, убийца, специалист по всем чечероговорящим сайтам. Главное, все сайты знает он наизусть. Я даже такие сайты некоторые вообще не знаю. Он туда закидывает, я только по ссылкам захожу, ничего себе, и туда попал, и сюда попал, и сюда попал. Да елки-палки, все знает, короче говоря. Внутреннюю кухню пузнает. Нет, смотри, многие меня недооценивают. У нас все тут... Да, я правильно понял, что ты сильно там. Короче, решил я на твой канал сделать
отставку, потому что ты за слово держишь, как настоящий православный муслик. Ты, вот, нет, Ты меня хочешь к себе, да, в войско атаманское, да, ты хочешь, чтобы я вошел, да? да, Как, ты вот, ну, то есть, как вот, Кутаев понимаешь, Руслан, да? ну да, ты пока вот как казак себя ведешь, вот слово держишь, не предаешь, вот, за базар отвечаешь, это, ну, прям, я вот думаю, Хорошо, тебя а ты может, нас, я понял, а ты слушай, нас там я тебя году, вообще когда думаю, ты может, в пришел, атаманы тебя да. произвести. Ты говоришь слово, как казак, здесь просто маленькую ремарочку разреши. Но, а в 17 веке вы же все курвы пошли на поклон царю московскому, и чеченцев повылезали потом. А это как слово держать? Вот объясни мне это. Это же как-то Нет, вот не соответствует. смотри, ты же, ты называй вещи своими именами. Царь-то был московский, но не русские, они же, немцы захватили власть. Мы же воевали с Москвой, Ох, пока немцы. хитрее. Ох, Да, ловка. да, это важный момент. Мы же с Москвой воевали, пока там были при власти православные муслики. А потом власть захватили немцы, они просто прикидывались православными мусликами, а на самом деле были наоборот. Понял? Там по-хитрому все было. Романовы, они же немцы. О. Поэтому мы присягнули. Мы поняли, что надо вот изнутри этих православных мусликов мочить. Ну и пошли по всей России, что их давить. Ну и на Кавказ зашли. Там же уже муслики были, понимаешь, настоящие. А мы прикидывались. А мы православные муслики, а те просто муслики. Муслики бусурмане, а мы православные муслики. И мы, православные муслики, пошли на них, значит, на мусликов бусурман. Понял, как хитро все? Ну, потому что немцы пришли. Убийца. Ох, маньяк. Ох, насильник. А, Ох, ты- Славка, вот, как ты завипел. Как ты закрутил. смотри, вот, А нас подожди, зачем убивать, если вы муслики православные такие? А ты чем тут причем? смотри, ну, чеченцы уже тогда заразились исламом, поэтому пришлось... Давай, это очень важная деталь, это очень важная вещь. Да, Откуда да, ты? Твои да. русские эти цари, Да там, ты же нас туда ну, в ислам затягиваешь. ну, короче, концов не найдешь. Это сам. Хитришь, хитришь, батюшка, хитрый батюшка. Зада, ты поняла, на каких хитрец, а? Ловкач, ловкач. Да, да. А как политиком быть, думаешь, легко? Так ты, если хочешь вернуться в Чечню, ты давай за Чечню тяни лямку, за чеченцев, за возрождение. Зачем ты вот за Смотри, царей, вот, там, немцев, вот, всех вот, этих? вот, смотри, мы вот сейчас, Православных, неправославных. да, Нам да, это да. зачем? Смотри, мы сейчас вот касаемся вот будущего, да, меня интересует будущее. Понятно, что прошлое темное, потому что все там фальсифицировали, брешут Вот там. ты будешь, темная. Там все ясно, что ты будешь. Мы в нашем Там все джамате, ясно, как шахматной партии. да, шахмат это. Смотри, в нашем джамате всемирном, да, мы же претендуем на мировое господство. Есть вот старейшина там, как, вот кто выступал тут про Ман одну батюшка. фамилию. А? Батюшка у нас есть, православный халиф. Усман. Это не халиф, а старейшина по возрасту, который там рассказывал. Был у Афган. Тутаева там в правительстве, я не забыл. Афган. Как ты В скажешь? Америке он. Афган. Да подожди. Слушай, ты вот туда его не любишь. А Микишев. у него жена была русская. Муса зовут его. Муса. Мусу не трогайте. Не, Все на Мусу. Мусу не трогайте. Это века истории. ну подожди, он же правильно говорит, что Он наш православный. да, там из 100% 90 зараженных. Ну вот, зараженных. Вот что с ними делать? Они же будут сопротивляться. Вот с ними как вот что делать? Там, На московские болота к мусульманам. а, этот же, у нас, понимаешь, Русское золотое кольцо. да, смотри, Чеченская демократическая партия, я их подозреваю, что они, смотри, я сейчас могу доказать это. А ты это мусульмане ты будешь сказать, да? Короче, я тебе объясню, вот как я думаю, логика. По-любому их там спонсируют какие-нибудь новые русские, типа какого-то там, ну,
ну, типа ходорковцы их называют, там, невзлины какие-то, которые, как бы, они готовятся, как бы, вот будет новая перестройка, снова, как бы, там, прийти, там, значит, этих всех православных мусликов иметь, значит, там, ресурсы выкачивать и так далее. И им кипиш на той территории не нужен, понимаешь? А я же на стороне Украины, а нам кипиш нужен. Нам кипиш нужен, чтобы, значит, православные муслики пошли войной на неправославных мусульман. И в результате вот этого естественного или неестественного отбора, вот я за тех 10%, которые... То, что не насытишься кровинушкой, кровушкой, ну что ж ты такой кровожадный, ну... Смотри, подожди, я могу объяснить. Вот, к сожалению, понимаешь, когда их много, тех, которые тянут всех на дно, то крови будет еще больше. Понимаешь? То есть они не дадут развиться нации, народу в правильном направлении. Ну, это же как бы логично так. Это история это показала. Понимаешь? Они же... Ну, хорошо, можно попытаться их возглавить, но в нашем кавказском случае, блин, это опасно. Они как бы опять какой-нибудь Лобазанов найдется и нас всех почикает. Понимаешь? Кончил свой анализ дом атаман Рудацкий, наш Ну, как фундус, коротко, мусульман. да. Да, все. Ну, смотри, дом Ахчинайский, 105-й база Личи, Пирашкаши. 101-й. Первый, да, база Личи, Пирашкаши, буду пиромайки, видели? Сунжи. Бисмилля. Смотри, дом Ахчинайский. Вот если ты хочешь, чтобы в Чечне возродилось так называемое вот это вот славянское, казацкое, как ты говоришь, население, ты должен болеть душой за эту родину свою, за людей, которые там проживают. А ты все время кровушки хочешь пустить, кровинушки, какой-то кровопийца ты, вот, понимаешь. Хороший ты парень, на самом деле, шахматист, гений, гроссмейстер. Ну, все в тебе, все качества в тебе слились. А с чего ты взял, что я хочу? Но все равно ты тоже. Подожди, с чего ты взял, Ну, что ты я хочу? Маньяк, убийца. Да. Да. Ну, с тех слов, что С ты чего то, ты что взял, говоришь, я что слышу я твои этого вещи. хочу? Ну что туда? Я Ну тебе что туда, объясняю. по доброй Я воле тебе палишь? Не хочу я. Я объясняю. Попробуй собери там. Никто даром не поедет. Ага. Вот я, например, да, я патриот казаков задунайских. Вот казаков люблю, вот, сунжинских, задунайских, закубанских, кубанских, ну, убийц всех этих насильников, маньяков, кровопийц, всех этих мусульманских казаков, которые действуют по Корану и Сунне, секстанта, пророка Мухаммада, исламский шариат, который устанавливал нас мечом и кровью. Ну, под русская пеха, вот вся, которая там ходила вот между телеками Сунжи. Так вот, я же что предлагаю? Чтобы кури не объединились, и чтобы там был мир. Понимаешь ты? А чтобы был мир, нужно, чтобы Чечня возрождалась, чтобы Чеченская республика, чеченцы смогли все свои земли вернуть к себе, построить свое суверенное независимое государство, чтобы они были независимыми ни от кого, чтобы они вернулись своим истокам, своим корням. Вас почему там смогли принять чеченцы? Потому что они не были мусликами православными, в отличие от вас. Потому что они были чеченцами. А у нас есть такое понятие «адмалла», «хонхалла». Даже враг кроме тебе пришел во двор, значит, он нуждается в твоей помощи. И ты его не убиваешь, не наказываешь. Вот за счет этого вы прижились, когда вы за Дон бежали на территориях чеченцев контролируют. Потому что мы воспринимали как людей. Просто как людей. Но вы-то что сделали? 2 века прожили среди нас, подружились, законокачились с нами, а потом пошли на поклон к русскому царю, и сзади как бы ножом нас вырезали, приведя этих русских московских всех этих царей с их войсками. Мы же ему обещали, мы вам дадим райские земли, вы же пошли к нему на поклон. Вы предали нас, и поэтому нас вырезали. Потом из нас сделали мусульман насильно в конце 17 века, чтобы сделать из нас рабов, потому что сама идеология арабская, это секстанская ислам, она рабская. Подожди, смотри, Рабская. Сейчас я закончу. А чтобы мы вернулись, и чтобы вы вернулись, сейчас я закончу, чтобы мы вернулись,
и чтобы вы вернулись, все вот эти казаки, там, кумыки, шмумыки, даргинцы, те, кто хотят жить в Чечне. Нам нужно помочь чеченцам, чтобы они избавились, выжгли на корню всю эту русскую православную афросунну, весь этот ислам во всех его видах и формах, этот Коран сунну на московские болота, Саудовскую Аравию в пески, за Кавказский хребет. Тогда только чеченская нация может состояться. А когда чеченская нация состоится, это те глубинные мысли я тебе рассказываю, тогда мы сможем снова нашу чеченскую вот эту вот писанный чеченский кодекс Новчалас к вам применить и снова воспринимать как адмалла, чтобы как людей. И вы снова будете в мире и согласии с нами жить на этих прекрасных райских землях. И не надо в следующий раз, когда историческая возможность у нас будет восстановиться, идти на поклон к русским царям и приводить нам русские войска. Вот и все. Это просто, на самом деле это очень просто. Ты же знаешь, все гениальное просто, как шахматист. Но вы не даете нам восстановиться. Вот такие, как вы, казаки-убийцы, насильники, маньяки, кровопийцы, кровососы, мародеры, педофилы, мусульмане, православные, подрусская перхоть. Ну, все вот это вся зараза с востока, запада, севера, юга. Вы нас просто уничтожаете. Вы не даете нам возродиться. И наша нация не может состояться. А если нет чеченской нации, там не будет ни мира, ни согласия. Никто за вас не... То есть, что я хочу сказать, если не будет чеченской нации, никто там не сможет жить в мире, потому что чеченская нация сама и есть воплощение мира. Мы мирные люди на самом деле. Мы никогда не вели захватнических войн. Мы ни с кем не воевали, никого не вырезали. Кто нам приходил, мы его всегда привечали, принимали, давали ему жить, давали ему те же права, которые у нас есть, давали ему размножаться, давали ему еду, кровь, одежду, пастбище. Все этим людям давали. Но нет, надо же все-таки убивать этих бедных, простых, мирных чеченцев. Вот почему вы не напьетесь этой кровинушки чеченской, я не понимаю. Зачем вам это надо? Вот и все, что я хотел сказать. А так я тебя люблю, конечно. Хоть ты убийца, маньяк, исламский, православный, кровопийца, насильник, но все равно, несмотря на то, что ты под русская перхоть, я тебя люблю, обожаю. И приходи всегда, говори то, что тебе в душе. Да, я люблю тебя. Аллах войне. Саляв, ты все правильно, вот совсем согласен. Это по хронологии. Я отвечаю А Карен присоединился, но наши, Барадзес ему просто скажет, и Бажан пришел. С бароном. Добрый вечер всем. Смотри, сейчас, 2 секунды. Я отвечаю за Сунжинский, за этнических украинцев. Сунжинская линия сформировалась когда? В 17 веке? Когда вы тогда все стали мусликами. Вы когда стали мусликами, вот это там имам Шамиль. Кто нас сделал мусликами? Ты вот это, видишь, ты упускаешь этот момент. Кто нас сделал мусликами? Я не знаю, сунжинские казаки пришли туда. Хитришь, ну ты хитришь. А я тебя люблю. А я же тебя люблю. Ты знаешь, что я прав. Сунжинская линия сформировалась. Это не прав. Гитлер, ага. Когда вы уже стали мусликами. Отто с танковым дивизией Кетты. Да, ты, кстати, своему предку претензии. Почему вы профукали все? Нам пришел гордо жескач, что был табак. Он гордо жескач, он горно-стрелковый жескач. Они командовали казаками. Почему все профукали вместе с казаками? Потому что казаки предали нас. Что там еще? Что туда подать? Тобол пошел. Красавчик. Гордый стрелок Тобол. Убивает всех на повал. Точными выстрелами. Кругом предательстве. Куда не заканчивай нахчик. Потом Тобол скажет. Заканчивай до нахчик. Короче, смотри, давай так по-честному. Сунжинская, мы пришли туда. Все, что ты говорил до этого, это было нечестно, да? Только сейчас ты хочешь говорить по-честному, потому что Тобол сказал тебе справку. Не, я тебе обращаюсь, тебе. Мы пришли туда, в Сунжинский, потому что какие-то Терские, Гребенские, мы в Сунжинский пришли тогда, когда вы уже стали. Я тоже в Киеве нахожусь. Молодец. Когда вы уже стали мусликами. Мы встретимся в мечети с тобой, да. Да, на намазе, да. Короче, Сунжинские пришли туда, когда вы уже стали мусликами. Там имам Шамиль, вся эта движуха, вы уже стали мусликами. Когда мы туда пришли, вы уже стали мусликами. Вот и все.
Это Сунжинский, подожди, я Сунжинский, мы этнический украинцы, Кубани, там, староверы с Дона пришли. Вы уже стали мусликами. Так поэтому тут на нас не надо вешать, что мы вас исламизировали. Подожди, я не понял. Ты говоришь, смотри, несостыковка. Ты говоришь, мы, сунжинские, кубанские, Да. украинские казаки, а потом ты говоришь, староверы с Дона, значит, обратно русские. Стоп, Обратно нет. же рабы, крепостные. Нет, Убийцы, они не- маньяки, беглые Не-не-не. каторжники. С Дона, ну, обратно за Дон. Вот, видишь? Правый, левый берег Дона. Правильно? Да. Давай, ну ладно, давай, говори. Ну подожди, большинство на Сунжинскую линию пришли с Кубани. То есть, Ну, нам какая разница, что белая свинья, что черная свинья, что мусульманская, Да, что не мусульманская. да. Для нас там все одинаково убийцы, насильники, маньяки и под русской А опекой. для нас, Не, ну например, почему ушли, когда война началась? Почему ушли, не остались с нами? да, Женщин пустили бы, отправили бы и вернулись бы. Кем? Давайте вместе свои берега защищать. Почему? Вот вопрос. Смотри, потому что нам Дудаев не поделился с нами оружием, и мы не Не могли говори, отбивать. никто не говорит. Подожди. Кто запрещал добровольцев остаться? Подожди. Подожди, значит, я тебе говорю про 90-94 год. Там в Малгобеке убили старейшину, чеченца, Муса рассказывал, и его и 5 сыновей. Их без оружия оставили. Я вообще шокирован был, я не знал эту историю. И нас, с нами Дудаев поделился оружием с бандитом Лобазаевым. И с такими бандитами. И нас начали убивать. Понимаешь? Если бы с нами поделились оружием, мы бы Лобазанова, может, победили бы. И не было бы, может, чего. И бы как бы победили, сказали, вот мы, чеченцы, мы вас защитили. В Ингушетии вместе отбились бы от этих ингусских боевиков, бандитов, КГБшных. И внутри Чечни с этих бандитов, которых Дудаев вооружил бандитов, а не нас. В начале 90-х, еще до первого русско-чеченского. Ты хоть сам себе веришь, что ты говоришь? Я говорю правду. Я говорю Да ладно, хронологически. что ты эти басни А что, не так было? рассказываешь уже? Да не Какие было басни? никаких. Да ладно, что ты Дудаев говоришь? кого вооружил в начале 90-х? Ты присутствовал русско-чеченцев. там, что ли? Да. Они вооружали чеченцев, потому что надо было воевать, противостоять. Кто остановил русских под Киевом? Вот такие же простые люди. Подожди, вышли. я тебе Лобазанова когда выпустил? Ладно, свои личные обиды сейчас на все Нет, не списывай. когда, в Говори. каком году Если бы ты вот Лобазанов так пришел бы, стал бы в ряды чеченцев, ты бы сейчас героем был бы, знаешь? Не А надо сейчас мне ты героем. предатель. И Не надо все. мне быть героем. Лучше быть живым, чем... Он не хочет быть посмертно героем, Тобол. Он хочет живым Лучше быть держаться. живым, быть живым предателем всяких шнырей. Я Ну да, шнырям правильно. не Тут приседаю. это подумал. Да нахуй, ты прав. Чем живым героем непонятно чего. Лучше быть Каком? живым предателем мусульманам православным. Ахусуна Вальгама, кверху задом Как- задом. Соляр, Да, напомни Абаде, в каком году, в какого числа Дудаев выпустил бандита головореза, убийцу, маньяка серийного, Лобазанова из тюрьмы и вооружил его банду. Мусульмане. Когда это было? Когда это было? Для Аллаха. Когда это было? И Число пророку даты. Музмяну. Здесь секста ислам. Вот, Всё. это, Исламская, арабская, подрусская работа. да. Вот тогда сам Я Дудаев православный. Во поставил имя Отца и крест. Сына и Святого Духа. Аминь. Аллаху Акбар. Да. Дудаев, шнырь КГБшный. И, Тебе расскажу. Слушай, а у Дудаева жена была русская. Дудаев, оставь Дудаев, Масхадов. Ты если вот так Масхадова не чеченцев надо. уважаешь, Масхадова почему нормально. ты не Масхадова остался? еще- Почему ты не остался? Смотрите, Причем здесь Масхадов- Лобазанов? Эти бандиты, хорошо, черт с ним, блин, видишь, здесь тоже обстреливают. Видишь, блин, тоже не В Киеве, да, сладко сейчас? приходит. Аббас, вы сейчас в Остаться Киеве, с да, под голыми обстрелами руками баллистических ракет. Остаться с голыми руками против... Смотрите, вооруженных Донавчик, бандитов? вопрос, Донавчик. Вот Да. у Джахара Мусаевича Дудаева, генерала советской армии, авиации генерала, была Да, супруга русская, этническая. Вот как вы к ней относитесь? Ага. Она же вас покрывала, она защищала вас, казаков. Она же за русскую общину там тянула, как говорится, массу. Да.
Она была вашим протектором. Она вас защищала, Да. приводила в государственные структуры, возрождала казачество. Почему вы про нее не хороший человек не скажете? Ну, пригласи ее на эфир, я ее размажу об стену. Ее тоже не любите, что ли? Вы вообще никого не любите. Вы какой-то эгоист. Смотри, знаешь, меня интересует один вопрос, который вот... Да, какой вопрос? Кто Джохара Дудаева надоумил заключить договор с каким-то там ряженым, вонючим атаманом какого-то казачества Донского, Казицыным? Кто? Он что, сам до этого додумался? И казаки предложили кандидатуру, он не подписал. Нет, подожди. Кто организовал их там подписание? Русские казаки со станицы Орджоникидзевской, Асиновской, Свердловодской, Нестеровской, Троицкой. Еще перечислять станицы? Малгобекие станицы. Вот вы пошли и сказали, давайте подписывайтесь с Джохаром. Не так все это было. Это сказки для лосов. Все было не так. Как вы относитесь к вашему представителю Руслану Кутаеву, например? Вот как вы к нему? Он же вас представляет сейчас в Украине. Да, я закончу эту тему. Все, как оно было, знают спецслужбы западные, в том числе Мишель. Казацкая удаль. Да. Залихватская. В том числе смотрящие за Закаевым, они напрямую сказали уже «Голосу Америки», что Алла Дудаева и дали намек на Джохара, это шныри КГБшники. По Алле Дудаеву они прям назвали ее фамилией. Все претензии предъявляете к смотрящим за Закаевым людям, которые связаны с английскими спецслужбами. Все, это же не озвучил, они озвучили. Я как бы об этом догадывался, но они это озвучили в интервью «Голосу Америки», когда им позвонили в их штаб-квартиру в Италии. Все. Понимаете, в нужный момент там все поднимут и, знаете, потому что я всем говорю, не будьте идиотами, не цепляйтесь, как за мантру, за этого Джохара Дудаева, как, знаете, вот, как вот за единственную скрепу они все вцепились все, и дудаевцы, антидудаевцы, шарячики, морячики все, потому что больше скрепы нету, да, больше не за что зацепиться. Ну, когда вам покажут, что как она была на самом деле, вы все будете обосраны. Ну что нам цепляться тогда? Посоветуйте нам. Ну вот в этом проблема. Вот, ты подумай. Несмышленыш. Ну так вот, зачем? Давайте вас выдвинем сейчас за нашего лидера. Вы будете нашим не лидером. Надо. Нет, я не претендую. Я хочу, чтобы вы были представителем чеченской нации в Киеве, в Украине. Я хочу. Я вас выдвигаю. Вы принимаете? Это не моя прерогатива. Это хорошая идея. А почему ты что там? Ты же хочешь? Нет, ты смотри, тоже... нет, Абади, я хочу, вот, да, я тоже пострадавший, ну, как бы, пострадавший Вот, человек. тем более, если пострадавший, ты должен восстановить справедливость, восторжествовать. Ну, как бы, я хочу добиться, ну, как бы, чтобы она восторжествовала. Ну, один я этого... А я так хочу, чтобы лето не Здесь, кончалось. вот здесь, смотри, здесь 270 человек. Мы тебе назначаем представителем. Аббат, подчеркните, 270 человек православных мусульман. Да. Представителем украинского государства, там ты будешь, что тебе выдать, какие бумаги тебе нужны? И права вам нужны, да? Не, ну и в письменном виде мой, с печатью, штемпелем. Какой папирус вам выдать, да, древнеегипетский? Он будет ходить в халате таком арабском, с такими туфлями, с скрученным носом, и такой с папирусом сидит. Я представитель чеченской нации. А виза лучше нарисуйте. Помогите материально. Кричат, я мусульманин, я чеченец, я казак, я православный. Пришлем тебе ковер с хаджи, привезем тебе ковер, пес,
тибетейку. Наши 3 камешка те, тесемочки, 3 камешка мы Да. с собой найдем. И все, да, камушки. Я тогда быстро с исламом покончу, конечно. Не, давай серьезно будем говорить Нет, смотри, сейчас. серьезно. Вот. Что тебе мешает быть представителем нашим Нет, Украины? давай так, давай будем А двигаться тебе по уже не европейскому. отвертеться, Дон. Все, тебе не отвертеться, Нет, Дон. я же Всё, не ты понял, уже если народ... что Ты уже тебе наша надо? Подожди. Тебя делаем Если народ- киевским казаком. Да. Я, так и если будет. что, и Гончаренко подключу, чтобы он тебе Вот только не где-то его, помог. только не его, пожалуйста. Можно это сделать? Почему? А кого надо? Никого. Нет. Медведчук. Ну, Медведчук пойдет? Причем есть Гончаренко, Гончаренко да. тоже мусульманин. Алексей Гончаренко, народный депутат. Медведчук пойдет? Не-не-не. Алексей Гончаренко, шановний депутат, Верховна Рада, український, наш мусульманин, православный мусульманин, шариатчик. Мы вот в его команду вас тоже. То есть не вас Нет, его, а его вашу команду. нет. Шаляпа, для меня только авторитет будет чеченская шура. Вот если меня назначат, то да. Ура, ура. Хорошо, мы вас выдвигаем нашим вакилем от нашей шуры. Шура для Вот. вас, и вы для шуры. Вы будете в Киеве представителем чеченского, казацкого, Да. да, Ну, это этого кругового, как это говорится, войска, всесунжинского войска. Вы наш атаман. Все, мы вас Да, выдвигаем. да. А Принимайте зачем нам... Принял. А зачем нам вмешиваться в наш джамат каких-то инородцев, иноверцев? Только должны мы... Алексей Гончаренко наш брат по исламу, это самое, по умме, А, по ну умме. тогда Он же тоже ладно. шановный депутат. Надо же было предупреждать сразу об этом. Ради Аллаха. Если Все наши это- дела это ради Аллаха. Бисмилля. Да, но если действительно так, Ваш да, Миллер интервью ведь Миллер, может, его поставить? Ему. Залупкин и Карпенко. Можешь так А, и сказать. вот, Залупкин и кого, Карпенко тоже да. в команду. Кого лучше, Дон Ахчи? знаю, Ты того, Гончаренко что- не хочешь? Кого Шура Их выберет, можешь. там, это решайте там. Шура кого выберет, того и назначит того. Понимаешь, я не могу я же не Шура. Шура кого назначит, Шура меня назначает. Ты я вот не могу. смотри, Дон Ахчи, вот смотри, мы серьезно, я говорю, вот я от всей нашей партии, кто здесь слушает, Все нашей умы говорите, 200, что Бог. От всей нашей 200, умы. Вот эта партия. 297 находится, я думаю. Если хочешь, мы здесь и проголосуем. Ты Подожди, будешь ты представителем от Шуры или от партии? Я только Шуру признаю. от Никаких партии. У меня своя партия. Единогласно принята кандидатура. Шуры У меня своя уже партия. есть у нас. Шура есть там. Сасах душицун илоузу. Тавахкиш и да. Совет старейшин хотя бы. Единогласно. Я от партии не признаю. Самоотвод он сделает, Заза. Мы хотим, чтобы он сделал или самоотвод, или все-таки свою кандидатуру он утвердил сам. Да. Самовыдвиженец. Лауреат, с тех пор, как он вошел к нам в наши чаты и нас слушает, это неизбежно. Он будет теперь нашим атаманом, представителем, как бы он ни отрекался. Даже если он сбежит, он будет посмертный атаман. Если он сбежит он там никуда не уже. Я хочу, чтобы он там занимался нашей политикой. Закаева, у них другой фронт, наш непосредственно, чтобы ты собирал там журналистов, объяснял им, что, как мы будем тебе давать, что говорить, как говорить. И все. Ты же там на месте вот этих журналистов цепляй. И надо работать уже, все. Если ты Он хочешь, работает на чтобы чеченскую мусульманскую умму. да, если ты хочешь восстановить наши там все, Сунжинский округ работать. военных. Да, Сунжинский. Вот возродить Сунжинский военный округ. Кстати, Тобол, с вашего разрешения, дадим 5 минут нашему Дону Атаману Заречному, Задунайскому, да, чтобы он свою программную речь нам озвучил, и чтобы мы поняли, к чему он нас призывает. Вам 5 минут, Дон Ахчи, ваша программная речь, пожалуйста, объясняйте нам. К чему вы нас призываете, к чему вы нас ведете? Слушаю вас, 5 минут, говорите. Я уже вести должен.
Нет, смотри, у меня как бы, если там ну, как бы серьезное там, чеченское общество хочет построить государство свое, да, ну, независимо от государства, то оно должно стать общинным. Общинным. Ну, община только может вот, как бы создать как бы, вот эти вот горизонтальные структуры. Понимаешь? Это первое условие. Если этого нету, то никакого дальше нечего обсуждать. То есть это чтобы как бы общество было общинным. Понимаешь? Хорошо, понятно. Мы приняли, все. Всё. Давай тогда вот за то, что вы нам озвучили свою программную речь, утверждая вашу кандидатуру, я зачитаю вторую суру, 124 аят, чтобы было ясно, о чем мы говорим. Потому что мы обещали нашим слушателям продолжить. Сура 2 Аль-Бакара. Аль-Бакар. Сура 2 Аль-Бакара. Аль-Бакара. Корова, значит. Сура 2, аят 10, сура 2, аят 10, сура 2, аят 10. 10 аят из 286. Читаем аят. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. В прошлый раз мы прочитали 2 тафсира, объяснения от Абу Аделя и от Ас-Саади. Но самое интересное мы вам обещали прочитать позже. И сегодня это момент. Ибн Кассир, один из лучших, величайших, наилучших, наивеличайших толкователей Корана. Ибн Кассир. Читаем его тафсир, объяснение, толкование. Всевышний Аллах сказал: их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Судди передал от Ибн Аббаса, Ибн Масуда и людей из числа сподвижников, что об этом слове. Их сердца поражены недугом. Они сказали: сомнение о словах, да усилит Аллах их недуг. Они сказали: да усилит Аллах их сомнение. Ибн Исхак передал от Ибн Аббаса, что о словах их сердца поражены недугом, он сказал: сомнение. Такое же мнение передано от Икримы, Асана Аль-Басри, Абу Алии, Рабия ибн Аннаса Аттари. От Икримы и Табуса передано, что они сказали: их сердца поражены недугом, то есть показуха, аррия. От Даххак передал от Ибн Аббаса, что о словах их сердца поражены недугом, он сказал: лицемерие, а о словах да усилит Аллах их недуг, он сказал: недуг, и это похоже на первое слово, то есть лицемерие. Абдурахман ибн Зейд ибн Аслам сказал: их сердца поражены недугом. Это болезнь в религии, а не в их плоти, и они являются лицемерами. А болезнь – это сомнение, которое вело их в ислам. Да усилит Аллах их недуг, он сказал: да увеличит Аллах их нечисть, сомнение. И он прочел: что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет нечисть сомнения, их нечисти сомнению. Покаяние. 124, 125 аяты. Суры покаяния. Он сказал: то есть добавляй зло к их злу и заблуждение к их заблуждению. То, что сказал Абдур-Рахман, да смилуется над ним Аллах, то прекрасно. И это наказание подобно их деяниям. Подобное же сказали выше приведенные ученые. Это похоже на слова Всевышнего Аллаха. Тем, кто следует прямым путем, он увеличивает приверженность к прямому пути и дарует им богобоязненность. Мухаммад 17. Так, нажимаем на ссылочку. Ничего не показывает. Слова. При чем здесь корова? Сейчас поймете, дорогой Табок. Слова за то, что они лгали, бимаа каану язибун. Некоторые читали юказибун. Лицемеры. Были описаны этим качеством лжи. Читали сокровенной ложью, совмещая между этим исламом и тем неверием. Куртуби и другие комментаторы были спрошены о мудрости, которая удержала посланника Аллах, благословит его Аллах и приветствует, от казни лицемеров, хотя он и знал о главных лицемерах, или же о том, что некоторые из них шпионят, или же он точно знал о некоторых из них. Они упомянули несколько ответов, среди которых то, что передано в 2 сахихах,
что он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Умару: я хочу, чтобы арабы говорили, что Музнахмад убивает своих сподвижников. Это опасение заключалось в том, что по этой причине многие арабы-бедуины могли изменить свое намерение вступить в ислам. Они не узнали бы мудрости их казни, ибо их он казнил бы их лишь за их неверие. А арабы-бедуины взяли бы только явный смысл произошедшего и сказали бы: поистине, Музнахмад убивает своих сподвижников. Куртуби сказал: это мнение наших ученых и других подобно тому, как он, да благословит его Аллах и приветствует, давал милостыню людям для сближения сердец, зная об их плохом убеждении. Ибн Атыя сказал: это мнение сподвижников Малика, что передано от Музнахмада ибн Аль-Джах, Хазия, Исмаила, Аль-Абхари, ибн Ушуна. И тех ответов есть слова Малика: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, удержался от их казни, лишь для того, чтобы дать знать своей общине, что правильнее выносить решение, основываясь на своем знании. То есть он должен выносить решение на основании явных признаков доказательств и признаний. Хуртуби сказал: ученые единодушны в том, что Кади не выносит решение о смертной казни на основании знания. Они разногласили относительно решений по другим вопросам. Он, Куртуби, сказал: среди этих ответов имеются слова Шафии, посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воспрепятствовало казнить лицемеров лишь то, что они показывали свою приверженность исламу. Хотя он знал об их лицемерии, ибо их внешнее проявление обязывает принять это. Это подтверждается словами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе, о достоверности которой имеется единогласие, и которое передано в двух сахихах и других сборниках. Мне было приказано бороться с людьми, пока они не скажут: «Ля иляха илля-ля». Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. «Ля иляха илля-ля». И если они скажут это, то сохранят от меня свои жизни и имущество, кроме случаев, когда ислам предоставляет право на них, а ответ не буду держать уже перед Аллахом, всемогущ он и велик. Это означает, что на того, кто сказал это свидетельство, внешне распространяется предписание ислама. Если он убежден в этом исламе, то получит за это награду в последней жизни. А если он в это не верит, то ему не поможет распространение на него предписание ислама в этом мире, и то, что он был вместе с обладателем веры, они, лицемеры, будут взывать к ним: разве мы не были с вами? Они скажут: да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Сура Железа, здесь написано 400 аятов. Можно будет проверить потом. Они были вместе с верующими. На некоторых собраниях, однако, когда стала ясна их неправота, они отделились и отстали от них. Между ними и тем, что они пожелают, будет воздвигнута преграда. Саба 54. И это, значит, ссылка придет. И им не будет дана возможность совершить поклон вместе с верующими, как это сказано в хадисах. Среди этих ответов есть то, что сказали некоторые: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не казнил их лишь из-за того, что не было опасности от их зла, пока он, да благословит его Аллах и приветствует, был среди них и читал им ясные аяты. Однако после него они подвергались казни, если выражали свое лицемерие, и если мусульмане узнавали их. Малик сказал: лицемер, мунафик во времена посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сейчас называется зиндык. Ученые, которые считали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, гнал поименно лицемеров, ссылаются лишь на хадис от Хузейфа ибн Ямамы, где пророк называет ему 14 лицемеров, которые готовили покушение на него при возвращении из Табука в ущелье при покрове ночи. Они хотели столкнуть его верблюдицу в пропасть, и тогда Аллах не спаслал ему откровение об их замысле. Он поведал о них Хузейфе. Возможно, именно поэтому он не стал преследовать их или по другой причине. Аллах знает лучше. О других лицемерах Всевышний Аллах сообщил: среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины, есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их, мы же знаем их. Сура 9, 101 аят. Ссылка здесь. А также предупредил их: если лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто распространяет слухи в Медине, не перестанут, то мы непременно поможем
тебе одолеть их, и тогда они будут соседствовать с тобой здесь совсем недолго, будучи проклятыми. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать и безжалостно убивать. Сура 3, аят 60 и 61. Это доказательство того, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не преследовал их и не знал их всех поименно. Ему лишь были указаны их признаки, по которым он мог подозревать кого-то из них, как об этом Аллах сказал. Если бы мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их приметам. Но ты непременно узнаешь их по оговоркам. Сура 47, аят 30. Самым явным лицемером, как известно, был Абдулла ибн Убайя, и против него даже свидетельствовал Заид ибн Ахрам, однако после смерти пророк участвовал в его похоронах. И Умар аль-Хаттаб выразил свое непонимание на этот счет. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: я не желаю, чтобы арабы начали говорить, что Музь Ахмад убивает своих товарищей. В варианте из Сахиха он сказал: не был предоставлен выбор, молиться за его упокой или нет, и я выбрал молиться. В другом варианте он сказал: если бы я знал, что ему проститься, если я помолюсь о его прощении, более 70 раз я бы сделал это. Вот такой был хитрый бедуин, развратник, убийца, педофил Мужмаму. Своих арабов он так жестко не убивал, как он призывал убивать чеченцев. Так, это была сура 2, аят 10, но надо было, чтобы я прочитал суру 2, аят 124. К сожалению, я его не прочитал. Кому интересно, я прочитаю. Тут уже будет о внешнем виде людей. Так, кому интересно? Можно задавать вопросы? Можно Конечно, задавать? бисмилля. Задавайте, Тобол, пожалуйста, задавайте. Я вас слушаю. Вот эта корова, почему этот раздел обозначили корова? Аль-Бакар, корова. Гундина, при чем здесь корова? Все эти суры, аяты. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Сура Корана Аль-Бакара. Мы знаем, что корова дает молоко. Да. Шура, Аль-Бакара, Шура. Смотрите, дорогой Абак. Бисмилля, аузубилля, мина шайтан режим, альхамдулилля, раббил аламин, рахман рахим. Понесло, как говорится, понесло. Сура Корана Аль-Бакара, корова, названа в честь содержащейся в ней притчи про корову, которую Аллах повелел Моисею принести в жертву. Поэтому они так и назвали. Вот поэтому и так назвали. Почему не назвали? Мирзацы, потому что там было про корову, которую Муса Почему Моисей. верблюдом и шаком не назвали? Тут же говорят же, что ее нужно было принести в жертву. Видишь? Аль-Бакара. Для вас, Тобол. Буквально корова, значит, в переводе с арабского. Вторая сура Корана, ниспослана в мединский период, состоит из 286 аятов. Это вторая сура Корана, дорогой наш Тобол, горнострелковый убийца, маньяк, тоже уничтожитель сунжинских казаков. Для вас информация, а также для Дона Ахшатамана. Ниспослана в мединский период состоит из 286 аятов. Сура Аль-Бакара является самой длинной сурой в Коране. Она охватывает около 2,5 джузов, 1/30 части Корана. Это значит джузы как тома, значит. Начало ниспослания произошло сразу после переселения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, из Мекки в Медину. Когда он сделал хиджу. Большое количество аятов было ниспослано в первые годы после переселения и продолжалось до последних дней жизни пророка. Последним неспосланным аятом Корана, значит, всю свою жизнь туда какие-то аяты ссылались. Вы понимаете, значит, была открыта сура Аль-Бакара, и до конца своей жизни... Ну, мы же не можем от себя... Хиджу сделал он. Ну что, хотел он сделать, чтобы это было красиво. Это очень важно, Тобол. До конца своей жизни он в эту суру загонял всякие аяты. Поэтому до скончания, представляете, 42 года ему пришлось, вот эти вот откровения, как он говорит. И до конца своей жизни он туда загонял эти аяты. И вот, последним неспосланным аятом Корана считается 281 аят суры Аль-Бакара. Значит, последний аят при жизни пророка Мухаммада, это 281, сура 2. Вот так вот. Сура названа в честь содержащейся в ней притчи про корову, которую Господь, Аллах Всемогущий, арабский Аллах,
повелел принести в жертву пророке Мусе, Моисею, чтобы узнать имя убийцы. Среди евреев во времена пророка Мусы жил слабый мужчина, у которого было много богатства, но не было детей. Ну, как у Дона Авчи. Дон Авчи сам интеллектуально очень сильно развит, но хитрый такой, хитрец. Богатый, но хитрый. Но не было детей. Был у него племянник, который был его наследником. Племянник убил своего дядю ночью и бросил тело около порога одного из домов. Когда настало утро, он начал говорить, что тот является убийцей его дяди. Они начали враждовать между собой. И один из мудрых людей сказал: почему мы враждуем между собой? Давайте спросим у Мусы, Моисея, кто является убийцей. Муса, Моисей, значит, сказал: Господь повелевает вам зарезать корову. Они начали расспрашивать, что за корова и какого цвета. Они начали усложнять то, в чем не было необходимости. Ведь хватало им зарезать любую корову и ударить по убитому. Сура 2, аят 67, 73. Все, вот эта ссылка туда идет. Когда евреи нашли у одного из своих соплеменников корову, которую им описали, и не было у него ничего, кроме этой коровы, то он попросил у них золото весом с корову. Они купили у него корову, зарезали и ударили убитого мясом коровы. Покойный на некоторое время ожил. Вот так вот то был. Сообщил имя настоящего убийцы, после чего умер. Эта притча служит доказательством всемогущества Всевышнего Аллаха оживлять людей после смерти. Связь с предыдущей сурой заключается в том, что сура Аль-Фатиха, открывающаяся, охватывает законы богословия и поклонения, а также стремление пути истины. За ней последовала сура Аль-Бакара, которая раскрыла цели Аль-Фатихи в широкой форме и объяснила, что подразумевается под этими целями. Начало суры Аль-Бакара указывает важность Корана, истинность его ниспослания, и что Коран — это слово Аллаха, и нет в нем сомнений. Сура указывает на важность молитвы, намаза, милостыни, закята, веры в судный день. Значит, сура 2 и 1, 5 аят. 1 и 5. 1 и 5. Подождите, мы это проверим сейчас. Если они нам что-то говорят, мы сразу проверяем, потому что мы же мусульмане, альхамдулилля. Сура 2, аят 1. Сейчас мы резко все проверим. Сура 2, аят 1. Бисмилля. Мы тут от себя не занимаемся. Сура 2, аят 1. Смотрите. Во имя Аллаха милостивого милосердного. Все, может там ничего нету. Сура, подождите, прошу. Сура 2, аят 1. Извиняюсь, прошу прощения, я неправильно зачитал. Я ошибся. Сура 2, аят 1. Там написано Аль-Бахара, первый аят из 286, и тут написано Алиф Лам Мим. Все. Хотя тут они говорят, что там рассказывается про намаз и про важность, потому что они же это говорят же мне, это же не мы говорим. Вот тут они говорят, что, так, снова зачитаем. Они говорят, что сура указывает на важность молитвы намаза, милости, заката и веры в судный день. Ссылается сура 2, аят 1 и 5. А мы сразу же читаем, мы же мусульмане, мы же не можем просто взять, поверить людям. А тут написано сура 2, аят 1, Аль-Бахара корова, первый аят из 286, Алиф Лам Мим. Толкование Абу Адель, он просто повторяет. Алиф Лам Мим. Толкование Ас-Саади, Алиф Лам Мим. Мы уже говорили о толковании высказывания во имя Аллаха, милостивого милосердного. Что же касается разрозненных букв, которыми начинаются некоторые коранические суры, то лучше всего воздержаться от их толкования, поскольку все имеющиеся комментарии не опираются на священные тексты. Однако верующий должен твердо знать, что эти буквы не способны не ради забавы, а ради великой мудрости, которая нам не открыта. Три буквы, и мы должны всю свою жизнь до скончания века, рода человеческого говорить, там такая великая мудрость, такая святость, которая нам не раскрыта. Зачем нахрен мне это тоже Коран, это Камасутра, если я не могу понять, что там написано? Раскрывать ты уж, а второй передача тоже Ты не слушаешь, Абак, тут же сказано, а ради великой мудрости, которая нам не открыта. Она будет не открыта, понимаешь ты? Ты же должен понять, принять должен. Хорошо. Ибн Пасир. Алиф Лам Мим. Открытые буквы. Хуруф Аль-Мухотаа. В начале некоторых сур. Комментаторы Корана имеют разное мнение относительно отрезанных букв в начале сур.
них были те, кто сказал, что это такие аяты, знания которых Аллах сохранил у себя. И они предоставили знания об этом Аллаху и не стали комментировать их. Об этом сообщил. Значит, эти буквы, они сказали, это Аллах, и мы их комментировать не будем. Значит, этот Музмам что там ляпнул, наверное, или кто-то другой. И все такие, там какая-то святость. И ни хрена, вот, абсолютно ни хрена не понимают. Но все они говорят, тут такой сокровенный смысл, там бедуины, кутубхов, да, сзади, тремя камешками потеряться, ходят. И те такие, весь род, все человечество, весь мир. Тут такая святость, понимаете ли. Но не раскрытая святость. И мы все такие, алиф лам мим, алиф лам мим, алиф лам мим. И такой ребенок 5-6 лет пошел. То есть медресы его отжал, хафиз, он такой, алиф лам мим, алиф лам мим. А что там обозначает? Там не раскрытая святость, тут такая мудрость. Это нам не дано. И мы всю жизнь, до скончания нашей жизни и рода человеческого должны восхищаться, восторгаться алиф лам мим. Так, не стали комментировать. Об этом сообщил Куртуби. Короче говоря, извиняюсь, у меня, если честно сказать, это беспонтовые вот эти рассказы, сказки. Я хотел вам прочитать вот эту суру, очень интересно для вас будет. Это вот этот все, идиотизм просто. Знаете, я всегда читаю суры, аяты, которые объясняют повадки вот этих вот русских православных мусульман, чтобы люди, когда на них смотрели и понимали, почему этот мудак вот так вот ходит, чтобы он, ссылка есть на Коран, сура, аят, кверхуза заднепрыгнут, почему, что Музмам так же ходил, чтобы люди понимали их действия, поэтому я читаю суры, а так все подряд там читать смысл тоже, для себя, как специалиста по Корану, ваш брат, конечно, сильнейший специалист. Каждую суру надо раскрывать. Я читаю, но подожди, у меня жизни не хватит, чтобы часами сидеть. Мне деньги дают определенные часы. Конгресс, Сенат, Госдеп. Я должен отрабатывать именно деньги. А то, что я там читаю, их не интересует. А я должен выгодно для нас. Вот поэтому сейчас ты поймешь, смотри, вот сейчас для тебя персонально буду все объяснять. Разделывать, как говорится, по косточкам. Сура 2, аят 124. Для Абака. Бисмиллях, аузубиллях. Сегодня сделаю тафсир по полной программе. Аль-Бакайра Корова, 124 аят из 286, сура 2, аят 124. Бисмиллях, бисмиллях, бисмиллях. Вот испытал Господь Ибрахима, Авраама, значит. Еврейский Авраам, арабский Ибрахим. Повелениями, и тот выполнил их. Он сказал, я сделаю тебя предводителем людей. Ибрахим, Авраам сказал, из моего потомства Аллах сказал, мой завет не коснется беззаконников. Так, вот тут начинается самое интересное. Я сразу два тафсира пропускаю, Абу Аделя и Ас-Саади, и перехожу сразу на самый интересный тафсир. От Ибн Касира. И тут я вам буду детально рассказывать именно персонально для вас, потому что это сегодня сеанс прямого эфира, за который заплатил Абак Тоболт, горнострелковый наш красавчик, чеченский патриот, который долг по всем статьям наших суджинских, не наших, то есть задунайских убийц, маньяков и насильников, казаков, которые предали нашу родину. Так, Ибн Касир. Вот испытал Господь Ибрахима, Авраама, словами, и тот выполнил их. Он сказал, я сделаю тебя предводителем людей. Значит, Аллах, смотрите, табак, для вас говорю. Значит, Аллах до пророка Мюзина Ахмада, было там их 13 этих пророков, и один из них Ибрахим, Авраам. Но говорят некоторые, что было 9, некоторые говорят 7, некоторые 13. Ну, в общем, их было, возможно, 12. Я говорю больше, чтобы всем как бы угодить. И один из них был Ибрахим, потому что Аллах сказал, все пророки, которых я посылал, были из рода Израилева. Ну, евреи. И один только Мухаммад араб, бедуин. И вот, знаешь, вот этот Ибрахим, Авраам. Вы понимаете, вы отслеживаете мысль? Вы замыслили самое. Успеваете, дорогой Тобук? Вы, алло, на связи? Бисмилля. Ахи. Тобук. Вы слышите, вы понимаете, вы замыслили сидите или нет? Я же не могу просто читать, если вы не понимаете. Алло, брат. Ахи. Горнострелковые. Брат, бисмилля. Тобук, Абак. Слышь? Казак. Абак, куда пропал? Чуваться, я тебе объясняю уже, поэтому я тебе хочу понять. Ты понимаешь, Ибрахим, он сказал ему, ты понимаешь, пророк, 13 было их,
все с евреев были пророки. Хешвацу. И один только был Музмамов. Это чтобы ты в контекст вошел. Понимаешь ты? Алло. Абак. Хешвох кричу я вас. Эльбурак, ты хан, момент. Бурак, я ладно, все. Слушай, я ты еще поймешь, хорошо. Это неправильно Бурак, я сразу. Так вот. Вот испытал Господь Иброхима Авраама. Один из пророков это Иброхим. Словами, и тот выполнил их. Он сказал, я сделаю тебя предводителем людей. Он сказал, пророк, Аллах сказал одному из своих пророков, которых он послал, как говорится, из евреев, он сказал, я сделаю тебя, он ему сказал, предводителем людей. Он сказал, и из моего потомства, Ибрахим сказал, из моего потомства тоже, типа, с Аллахом разговаривает. Ну, сходняк, и на асто швука, да? Да, Ибрахим сходняк сделал с Аллахом. Этим. Так, Ибрахим и Аллаху. Хох эса حول وكل شيء وكل ويروح بو حول شيء. إبراهيم ما تسأله ستحنا بويا الله торгуется этим. Аллаху Элла. Он сказал, мой завет не коснется беззаконников. Ты не швабца уши цу Элла. Хас лишь по нарах шагир вас бу. Халболь. О, халиф швабц. Халболь, поймешь. Так, Ладула. Всевышний Аллах подчеркивает достоинство своего друга. Всевышний Аллах, бисмилля. Это очень важный момент. Заостряя ваше внимание, он обогникладу. Всевышний Аллах. Аллах, Аллах. Аллах. Экбер, хамдуни в пэлами. Вас моссухуна штал. Фума каек дишвочиш. Цукяча холи. Хил эш, ну и хульштек. Аллах. Без сила, без Аллах. Лег Аллах, подчеркивает достоинство своего друга Ибрахима. Ты представляешь? Это его друг был, значит. Ты представляешь? Аллах себе в сотоварища взял Ибрахима. Ну так и написано, черным по белому. Это тафсир Корана, это Ибн Касир, один из величайших толкователей Корана. Тут так написано. Если он так написал, значит на арабском он так и написал. Он сказал, Аллах сказал, подчеркивает достоинство своего друга Ибрахима. Мир ему. Ты представляешь? Музнама только его пророк. А тут он говорит, это был друг Аллаха, Ибрахим. Аллах также напоминает о том, что он сделал его имамом, лидером среди людей. Он повел людей к единобожию. И Ибрахима имамин, халбер, не халбер, имамин, цунга единобожие, цадеев, хобалгаш, цадеев, хобалсагаш, и это миша шедибежба. Он повел людей к единобожию, когда выполнил миссию, возложенную на него Аллахом, и выполнил повеление, воздержался от запретов Аллаха. И этот Ибрахим сделал все, как ему Аллах написал, его друг, и воздержался от запретов Аллаха. И вот почему Аллах сказал, вот испытал Господь Ибрахима, Авраама словами, иными словами, напомни о Мухаммад этим. Он говорит уже своему пророку, Аллах. О, муж Махмад этим идолопоклонникам и обладателям двух писаний, которые там, Инджир, Библия, Завет, Талмуд, Шмалмуд, я не знаю, сейчас там перечислять, но это не важно, это не сюжет нашего сегодняшнего эфира. Этим идолопоклонникам и обладателям двух писаний, которые причисляют себя к нации Ибрахима, мир ему. Но в действительности они не следуют его призыву. Он сказал Аллах, пророку Музмаму, да, они типа за ним пошли, но на самом деле они то, что Маалар Царина был. Ну, за ним шли, но в душе как бы призыву не последовали. Тогда как ты и те, кто с тобой, следуют религии Ибрахима, мир ему. Ну, пророку Музмаму говорит, а ты, Музмаму, на самом деле, как я Ибрахиму сказал своему другу, вот по этим заветам ты идешь, он сказал своему Музмаму. Так напомни же этим многобожникам Аллаху о том, как Аллах испытал Ибрахима, мир ему. И он говорит своему пророку Музмамду, напомни, юни адец калдах остя халбочан и мусал динча бубох шмахтарный шлиучан. О том, как Аллах испытал Ибрахима, ща и щедуахта Ибрахим ща и холцуна. Новчима ты дях, чему да, да? Не, издается, не нагва, а зюш, о, новчима-то, дошно. Ща Ибрахим,
Зюш махиллара, иш царя большая, юг ага, цунатишется тишляла, амма сапвемар саэч эсвайтому. Цан юна колда кол, Ибрахим шадисник, и нисхалицу тягватишуй, гуш душу цунет адоци, оздинчу адоци. Цунет, а хочешь, от Аллаха нет, будешь. Saburdin, İbrahim Hili iş paymar. Bude, pojma, bude. No, čučah, pojma, hila sonacaš, Allah, gotovo, skrito. Ahmet İbrahim'in etsunak muzam da yustur yakın ha so rezvat so İbrahim nis khit so ez lorgu as elç mekşluy Вот что. От Аллаху, бакита мабуиш, биш Аллаху, койлан буш. Но несмотря на это, он ахкичуац. Со койлан белахат еще куша язинду. Всевышний Аллах подчеркивает достоинство своего друга Ибрахима, мир ему. Это Короче, эспенси вахтна, он скелет. В том-то и дело, Абак, логику не ищи здесь, нету логики, смысл я сказал. Мы же, почему это читаем, этот идиотизм? Чтобы показать людям, таким как ты тоже, что тут нету смысла, что это идиотизм, что это дебилизм, что это арабские сказки, полвека, ох, хан, сокич, сальч, ох. Молодежи, цакетчи уже берг белила, да? Ну, я ж тебе объясняю, но в чем это Господь. Не ищи там смысла, нету там смысла, логики есть. Тут говорит он, Всевышний Аллах, я говорит, не от тебя. Я от тебя не читаю. Тут сура 2, 124, Ибн Хасид. Чудовищ, случай, я заношу. Всевышний Аллах подчеркивает достоинство своего друга Ибрахима. Видимо. А потом он говорит, что он пророк одновременно. А потом он говорит, за ним люди пошли, потому что я ему сказал делать призыв. Но я знаю, что они не правы, потому что я проверял. А ты, пророк Мухаммад, мой пророк, ты должен снова пойти к этим людям, снова призвать их на путь, который им, на единобожие, которому их призывал Ибрахим. Это взять смысл, я сказал. Поэтому я же это читаю, этот идиотизм. Да, шел стоит вчера, и на отвешну, я сам не андос, там это сколько, раудом был. Шайно, а соцсетевали, так то ближе, где они идут, так надо накидывать, а сажим. Перебивать. Не, хат, но юил цад, вот эхи, гума дац кузат, хэпи гума дац, бак, он, это мухал здесь, он, Бог, достоин своего друга. Yok kuza boğazı muzmamadık. Otuz kayıkan ez baytan hiç ez yüş kılayız. Ama suha suya boğaça nis suya katsakirni. Siga ne andar skito es gemuch und job und del kusha. Sa ne an buchserisch. Es wird bocher. Er arbeit üblich durch. Toen der durch moduur. Und wache noch schon also dann kann ich auch sagen, und auch mit der Arbeit ana bau lernen. Es mit der ابن بابر اسمت ويديش نتهقز ويشم خلا هقز طولم خلا هقز خد متنتيتاتو وقعدنا هقز عبيشش داجن هقز راع يربوش بس بوخ ساتürnisch nur steht und haben schon geht ja aber زادوكو قيت دوا تخديها تشاتشو هور دوش على رسكروات دوش او يوم تخديك No, чукуш, яқиға чуауш моуза. بسم الله قيتر من دوتش قيتر كوكوجا عاديش قيت Vamos عادي كيلو تلاقوا قوات Вот. Ага, вот. Когда выполнил миссию, возложенную на него Аллахом, и выполнил повеление, воздержался от запретов Аллаха. Вот почему Аллах сказал. Вот испытал Господь Ибрахима, своего друга он испытывал. Щеглат тахуй, зюшхала Аллахуй. Ибрахиму словами, иными словами. Напомни, о муж Махмад, этим идолопоклонникам и обладателям двух писаний. Несмотря на то, что их Ибрахим ввел в религию, они все равно остались идолопоклонниками и обладателями двух писаний, которые причисляют себя к нации Ибрахима, Сухома Бубокш, мир ему. Но в действительности они не следуют его призыву, тогда как ты и те, кто с тобой, следуют религии Ибрахима.
Allahu Bogşe Peymarik, Uzmahmani, Tehar Vatani Vas, Jütti Oç Arboğuz. İbrahim, Binç Kekmen, Tehbol, Şaştün Sen, Sun Kekmen, Tehdol, Şaşçık Böyle Boşlu. Çık Böyle Boşlu. Kama, İbrahim, Elçün, Bats, Boğçu. Ama Arbo Volşa, Esvaytın Peymaru, Şedokta İbrahim Şah, Züşkül, Sun Niyet Avu Boğçu. Ediyor çıkar işte. Когнитивный диссонанс уходит. Когда ты ушла? Давай, ты чего? Лаиша. Тогда как ты и те, кто с тобой следует религии Ибрахима, мир ему, так напомни же этим многобожникам, так напомни же этим многобожникам о том, как Аллах испытал Ибрахима, мир ему, повелениями и запретами. Тот выполнил их все, как об этом сказал Аллах. И Ибрахима, Авраама, который выполнил повеление Аллаха полностью. Сура, здесь ссылка есть, на суру 53, аят 37. То есть все, что ему было предписано, мир ему, благословение Аллаха. Всевышний Аллах также сказал об Ибрахиме, мир ему. Воистину Ибрахим Авраам был вождем, покорным Аллаху. Смотри, его в одном и том же тафсире просто несостыковки, просто дичайший, ну, идиотизм полный. Взаимоисключающий. Там он говорит чуть выше, говорит, что Ибрахим его друг, тогда как здесь он говорит, воистину, смотри, смысл в чем? Ты кладывался, воистину Ибрахим Авраам был вождем, покорным Аллаху. А тут он говорит, что он был вождем, покорным ему. Тогда как чуть выше он говорит, он был моим другом, которого я проверял. И единобожником. Вот такой наш Аллах. Он не был одним из многобожников. Он был благодарен Аллаху за благодеяние. И он избрал его и повел прямым путем. Мы даровали ему добро в мирской жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников. Затем мы внушили тебе, исповедуй религию Ибрахима Авраама, будучи единобожником, ведь он не был из числа многобожников. Сура 16, 120 аят, 123 аят. Ссылка здесь. Всевышний Аллах также сказал: скажи воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрахима, Авраама, истинно единобожие. Он не был из числа многобожников. Еще раз тут ссылка на суру 6, 161 аят. А также Ибрахим, Авраам не был, тут он говорит. Хотя, смотрите, они противоречат друг другу. Все они говорят, пророки были евреями, единственный был пророк мусульман арабов. Тогда как тут же в этом же тафсире они говорят, Ибрахим Авраам не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником. Это такая, значит, нация, которая выходит. Но мы-то знаем, что нет такой нации. Единобожник. И мусульманин. Такой нации нету. Единобожник. Он был евреем. Возможно, Халтамбон. Возможно. Все возможно. Как говорил вот этот вот президент Шалажи, Рамазан, как его была фамилия, Закриев. Руслан Закриев, Рамзан Закриев. Возможно, он был чеченцем, да, снова пойму. Но это ладно, шутка. Скобки закрываться. Не был ни иудеем, ни христиан. Противоречие на противоречие. Идиотизм на идиотизме, маразм на маразме. Он был единобожником мусульманином и не был из числа многобожников. Воистину, самыми близкими к Ибрахиму, Аврааму людьми являются те, которые последовали за ним. А также этот пророк Мухаммад и верующие. Значит, пророк Мухаммад шел по пути Ибрахима. Вот тут вот так вырисовывается картина. Не по пути, который ему сказал Аллах, а жил Мухаммад в этом Эльчуа 42 бам, первый. Восьмой сура. Но нет, оказывается, тут выясняется, что пророк Мухаммад шел по пути Ибрахима и верующие. Аллах является покровителем верующих. Сура 3, аят 67, аят 68. Слово Всевышнего Аллаха словами, повелениями и запретами. Здесь под словами подразумевают слова предопределения, подобно тому, как Аллах сказал о Марьям, мир ему. Она уверовала в слова своего Господа и его Писания и была одной из покорных. Покорных, покорный. Сура 66, аят 12. Ссылка. Слова Господа, то есть его законы, как в слове Всевышнего Аллаха, слово твое, Господа, исполнилось правдиво и справедливо. Сура 6, 115 аят. Еще раз ссылка идет. Слова Аллаха и его законы, они правдивы, и в то же время они справедливо требуют соблюдения повелений и запретов, как в этом аяте. Вот испытал Господь, Аллах, значит, Ибрахима, Авраама словами, и тот выполнил их, то есть воплотил их в жизнь.
я сделаю тебя предводителем людей, воздаянием за то, что он выполнил повеление Аллаха, соблюдал его запреты, Аллах сделал его лидером среди людей и примером для них. Есть разногласия по поводу слов, которыми Аллах испытал Ибрахима мир ему, а Тада передает, что Ибн Аббас сказал, Аллах испытал его обрядами хаджа. Абу Исхак передает повествование с подобным смыслом. Абдур-Раззак передает, что Ибн Аббас сказал, вот испытал Господь Ибрахима Авраама словами, Аллах испытал его очищением 5 на голове и 5 на теле. Значит, 5 очищений он испытал его. На голове и 5 на теле. На голове. Смотрите, это очень важно. Почему все музмахмадовцы, варахматуллахи, такое? Вот, заостряю ваше... Абак, ты с нами, бисмилля? Абак, бисмилля. Аллаху раббана атина, Аллаху фиссабилля, аль-джихад. Бикладуа, хинские тароны всегда худу. Заостряю ваше внимание, дорогие музмахмадовцы, почему вы так ходите тоже? Потому что это на пророке, и вы сейчас поймете. Хотя это было с первого испытания на Ибрахиме, Аврааме. На голове подстригание усов, полоскание рта и носа. Это ламас даже типа. Использование зубочистки сак. Вот все видели музмахмадовцы? Мехштадова, мождаева, это красивая бога. Шляц лопаешь. И чем они мешают? Аллах ему сказал, он и сделал. Откуда мы знаем? Даже написано. Вот пилюсь с этим образом. Ну тут он ему проверил. Это проверка. Он проверил, будет ли он его испытание проходить. Это самое главное испытание для Ибрахима. Вот Ибрахим сказал, я тебя испытываю, Ибрахим, мой наилучший друг. Поэтому после этого я тебя сделал вождем всех людей, имамом. И он говорит, так, давай, брой усы, он сказал ему, Аллах ему, своему другу Ибрахиму. Полоскай рот и нос, сказал. Используй зубочистку сивак. И поэтому образ вырисовывается. Он гушбайцер, вырахматулайцер, мужмамадовцы, швайц, и абак. Шагал, мужмамадовцы, генем, мех, шнадеш, бактивак, пелом. Уж помнишь, помнишь, ехали. Учим уже наизусть сразу. Хоп, расчурдовый Бог. Это испытание Ибрахима. Хотя потом они говорят, что это сунна пророка Музмамада. Ты понимаешь там связь? Логики, видите, вот тут. Логики там нету, но связь здесь такая вырисовывается. А я чмау я ватиба абак бос. Цакета, кудухан, Ибрахим, ишт хауалина. Он все, ты отслужил, я пенсию хочу, он скелватен, муза. А он из моватвой вишь, тана, вички, чтобы придерживались Ибрахим, иштлел эту день дадана. Значит, он не справился с задачей, да, ну дополнительно чухается цой. После всех этих пророков еврейских, он еще дополнительно арабского запустил. Но испытание, которое Ибрахим прошел, для того, чтобы имамом стать, очень легкое испытание. 5 на голове и 5 на теле. А Музмамад просто по его пути шел, по Ибрахимовскому пути, и это сделал все, что сделал Ибрахим. И появляется... Почему это Бухари, Муслим, они цанно упоминать? Матавотар, Музам, он брал у Ибрахима, там что-то привил, да. Вот это. Еще бу. Поэтому они то, что Ибрахим сделал, Музмамад сделал, и поэтому это стало сунной. Это? Теперь вот все музмахмадовцы ходят, мехшдадеш, багасивакью, егмешу, начинают они расчесывать волосы и полоскать рот, это ламзасом. Ну, ты сейчас поймешь, что читай даже. Вот испытал Господь Ибрахима Авраама словами. Аллах испытал его очищением 5 на голове и 5 на теле. На голове подстригание усов, полоскание рта и носа, использование зубочистки сивак и расчесывание волос. На теле, внимание, на теле. Подстригание ногтей, бритье лобка. Это очень важно, бритье лобка. Вы знаете, это что такое бритье лобка? Абак, ты знаешь, что такое бритье лобка? Это не знаю. Лобок куюцаум. Кую? Лобок куюцаум. Давай объясняй нашим слушателям, мусульманам, что это?
Алло, Один давай. раз, не. Ага, ты какой хитрый. Ты мерзавец, Абак, с одной стороны. Ты хочешь хорошеньким остаться, а я плохим, да, чтобы был? Вот ты какой хитрый. Ладно, придется объяснять. Так, на теле снова. Заостряю ваше внимание. Абак самоустранился. Для себя он информацию взял, а людям не доносит. А потом нам претензии предъявляет Эйленшнаган, что мы все не доносим. А когда его очередь что-то вот, донести, помочь нам, он сразу самоустраняется. Надо Хитрый Абак. проверить надо, я не хочу сразу. Ага, ага, да. На теле, заостряю ваше внимание. Ну, смеется Абак хитро так, глазами так хитро смеется, так, знаете, ну, хитрый Абак, умный Абак. Подстригание ногтей. Всем мусульмане, значит, бритье лобка, это сунна пророка уже стало. Бритье лобка – это промежность между ногами, если что. Лобок есть у женщины и мужчины. Вырывание волос под мышками. Значит, не выбривать, а вырывать их надо. Подмывание водой. Это вообще-то я видел это вживую люди. Вот, удивлялся, царь, он лил за тебя, бог. Ну, Вот тебе вот смысл, я тебе говорю, и поймешь, что ты Оргия, Да. что цаходы. Ты корги, нямал, кундон. Горд, может, эмкалер. Так, кладя нямал, шумшмадуш, это надо полностью входить в религию. Оказывается, это наеден духса, что, Да, вот видишь, я же тебе поэтому интересно. каждый шаг намазан. Да, все там надо полностью Никаких проблем. Да. Значит, ты многих видел, да, которые под мышкой вырывали волосы? Ба-ба-ба. Ах, цигара, что вырывать, что это? Да, тут же записано, это записано здесь все. Это же я не от себя. Ты что думаешь, я от себя что ли рассказываю, Табак? Я же просто перечитываю суры, аяты, Корана, тafsиры. Так, завершаем. Вырывание волос под мышками. Подмывание водой после оправления. Оправление может быть разное. Там описался или там обкакался, там по-разному. Ибо Эти ошибки. Мгм. А, улица подмывался, боже, километр, 3 камня. Ну смотри, тут говорится об Иброхиме. Тут Иброхим говорится. Это не пророк Музмамут. Иброхим жил в еврейском. Все, Там вода была, там есть Хеврон, там царство еврейское, как у них, Иудеи, Шиудеи. Ага, да. Говорите, Можно Заза. вмешаться? Да. Вот вы говорите, в качестве гигиены они вырывали волосы, да, с подмышек отовсюду. Сейчас, тут нет, Нет, мне кажется... это гигиена, это Мне испытание. кажется, нет, я знаю, не от гигиены и не испытания. Им просто нравятся маленькие дети. Это у них генетически прописанный код. И джимбир, чтобы все напоминало маленького ребенка. Не буду перечислять запчасти. Я как-то об этом не подумал, да. Возможно, да. Слушайте, Заза, у вас вообще там мышление. А что тут написано? Ну, хорошо, мы это принимаем, вашу версию. Но тут они же пишут, что это испытание. 5 на голове и 5 на теле. Так, есть что добавить, Заза? Продолжай тогда, хорошо? Я продолжаю. Нет, это все для этого напоминания о ребенке. Да, сейчас я улавливаю вашу мысль. Глобально, как бы, да, в принципе, чтобы волос на теле не было, как ребенок новорожденный. Понятно. Лобки, подмышки, короче, понятно. Все поняли, хорошо. Смотрите, вот мне просто интересно, как бы, чтобы для мусульман, наших братьев во Христе, и православных, и неправославных, Ахлусунов, Аль-Джама, Шабу Мусалман, вопрос просто. Зачем Алляху, своему другу, вот эти вот 5 испытаний на голове, на теле, но несмотря на это, он говорит ему так четко, бритье лобка, значит, промежность ты можешь брить, а может быть лезвие хаккан, хакшана, хаккан, и зуник дать, нандалок, и рабахкан кира могу. Но тут же он говорит, вырывайте волоса под мышками. А почему нельзя побрить подмышками, если можно брить лобок? Вот логики нету там никакой. Это что? И моду из чадыца. А удобно дух из вот подстригание ногтей.
بريت الليزي أو مشخل Логика ما есть. تخيل как Аббас, собор секунду. Логика есть. Через 5, 7, 10 лет у каждого по-разному выдергивание волос, они истончаются. И ты становишься прям постоянным ребенком. Ну, понятно, сразу там дичь хаздаться, подробности. Да, дычник может, по-женскому, Нет, мужской там, соответствует. Я В не об первую этом. очередь, Абак. Я не об этом, вы поймите правильно. Тут же он же говорит, разрешает бритье лобка. А вырывай волос под мышками. Зачем, если ты можешь брить лобок? Тогда ему побрить и под мышками. Так нет же. Он им говорит, брей лобок, а под мышками вырывай. Это еще. Вот в чем загвоздка. Вы понимаете, о чем я говорю? Леня, например, вот я скажу, как, вот, например, что حبيقة السجاح وبرش نخبيت وناس. Это حديقة Энгельч уже дикция воспринимается, да, те времена. Кето, он عايش نيها يجي نيها нормально. Сокет агубот. Но ты улавливаешь мысль? Почему лобок он разрешает брить, а под мышками он не дает ему брить тем же лезвием или там ножом, а говорит, вырывай. Опасность, света нету, может. Нет, вот в том-то и дело, то был промежности, там это самое, детородный орган мужчин, лишь там мадурис, он может лезвием зацепить, вырезать. Так пускай лучше вырывать в промежности, а под мышками брить. Нет, надо брить там, где опасно, а под мышками вот вырывать надо. И Бог дух идет сюда, абак. Кет. Вот видишь, логики нету, несостыковки во всем. Идиотизм, ну куда полный. Ну ладно, читаем дальше. Если у кого что добавить, пожалуйста, добавляйте, я завершаю уже. Подмывание водой после оправления. Ибн Абби Хатим сказал, также считали Саид ибн Аль-Мусаиб, Муджахид, Аш-Шаби, Ан-Нахай, Абу Салих, Абу Аль-Джаль и другие. Хадис с таким же смыслом. Видишь, хадисы есть тоже здесь, Аббас. Приводится в Сахи Муслима от Айши. Да будет доволен ею Аллах. Она передает, ну, Айша это 9-летняя девочка, которая изнасиловала Кафир Музмаат, это на ней женился, да, засватал ее. Она передает, что посланник Аллаха, да его Аллах и прежде сказал, 10 вещей из фитры. Значит, пророк Музмаат был на пути Ибрахима, и он это сделал. И он сказал, пророк Музмам, поэтому это стало сунной. Сунна – это путь Аллаха. А путь Музмама – это значит, если ты будешь делать то, что делал пророк Музмама, то, возможно, ты попадешь в рай. Поэтому все мусульмане, Музмахмад, все мусульмане, все хотят быть похожи на пророка, и поэтому они как инкубаторы. 10 вещей из фитры. Первозданное состояние. Значит, фитра – это первозданное состояние. Подстригание усов. Абак, вот. Наблюдай за мусульманами. Все одинаковые. Отпускание бороды. Пунктов запомните еще обязательно. Записывай, да. Так, Записывай. давай, я Читаю, записываю. вся ручка, вот, да, все, фломастер, там, колом. Да. 10 вещей из фитры. Первозданное состояние, значит. Постригание усов. Отпускание бороды. Сивак, зубочистка. Полоскание носа водой. Постригание ногтей. Промывание между пальцами. Вырывание волос под подмышками. Бритье лобка, подмывание водой после оправки, естественно, нужды. 10-ю, он говорит, здесь забыли. Они говорят, забыли 10-ю. В хадисе. Но, скорее всего, это полоскание рта во время омовения. Это Сахих Муслим. 261 хадис. Сахих Муслим. 10-го забыл. Это Сахих Муслим сказал. По словам вышеупомянутых арабов. В 2 сахихах приводится хадис от Абу Хурейры. Знаменитый Абу Хурейры, который всегда был сзади пророка Музмаада, прилипший к его спине. Да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да будет его Аллах и приветствует, сказал: 5 вещей из первозданного состояния. Обрезание, бритье лобка, подстригание усов, подстригание ногтей и вырывание волос под мышкой. Это Сахих Аль-Бухари, 5889 хадис, и Сахих Муслим, 257. Мухаммад ибн Исхак передает, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал:
Слова, которыми Аллах испытал Ибрагима, это отказ от своего неверующего народа ради Аллаха. Значит, Ибрагим отказался от своего народа еврейского ради Аллаха. А также его диспут с Намрудом, царем Вавилона. Значит, он пошел в Византию и дискутировал, вел диспут с Намрудом, царем Вавилона, об Аллахе, когда тот стал припираться о Господе. Это также его терпение, когда его бросили в огонь, чтобы сжечь его в нем. Но, несмотря на то, что это было действительно очень страшным испытанием, это его переселение и покидание своей родины ради Аллаха, когда Аллах повелел ему сделать это. Также это его гостеприимство, его терпение, проявленное при нем, не жалея ни себя, ни свое имущество, а также его терпение, проявленное при повелении зарезать своего собственного сына. Значит, Ибрахим очень сильно проявил терпение, когда Аллах ему сказал: зарежь своего сына. Когда же он с достоинством прошел все эти испытания, предписанные ему Аллахом, Аллах повелел ему: покрись. Вот он все прошел, и все равно своему другу, а также тому, кого он воздвиг в имамы для своего народа, Аллах все равно ему сказал: покорись. Он сказал Ибрахиму. Он сказал: я покорился Господу миров, сура 2, 131 аят. Хотя это означало для него быть отверженным среди людей и покинутым. Но если он сказал: я покорюсь Аллаху, его народ его бы отвергл. Но несмотря на это, он пошел на это Ибрахим. Аллах сообщает, что Ибрахим, Авраам, мир ему попросил его, Аллаха, значит, и из моего потомства, чтобы из его потомства тоже были такие имамы, как он, пророки. Тогда Аллах ответил ему: мой завет не коснется беззаконников, идолопоклонников и грешников. Когда Аллах сделал Ибрахима имамом, лидером среди людей, Ибрахим, мир ему, попросил у Аллаха, чтобы он сделал также имамами его потомства. Аллах принял его мольбу, но сообщил ему, что из его потомства будут также несправедливые люди, которых это обещание не коснется. Таким образом, эти люди никогда не станут имамами и никогда не станут примером для подражания из-за их нечестия. Доказательством того, что мольба Ибрахима, мир ему, была принята, является аят сури Паук. Есть аят сури Паук, а его потомство пророческое писание. Значит, сура 29, аят 27. Следовательно, любой пророк, посланный после Ибрахима, мир ему, из его потомства, так же, как и каждое писание, было послано пророком из его потомства. Что касается слова Аллаха, мой завет не коснется беззаконников, то здесь Аллах упоминает, что из потомства Ибрахима также будут и нечестивцы, которые не извлекут никакой пользы из этого завета Аллаха, и им не будет верно лидерство. Даже при том, что они из потомства друга Аллаха. Обратно, видите, тут там у него имам, и тут же написано: другом был Аллаха. Хотя он ему сделал все испытания и сказал: покорись, как он своего друга. Представляете, Аллах говорит своему другу: покорись. Тут же он потом пишет: и не будет верно лидерство, даже при том, что они из потомства друга Аллаха, Ибрахима, мир ему. Праведники же достигнут то, что им обещано в соответствии с их праведностью. Ибн Джарир считает, что на основе этого аята несправедливый человек не может быть имамом. Также этот аят сообщает, что среди потомства Ибрахима, мир ему, будут нечестивцы наряду с праведниками. Аль-Хафиз ибн Мардавайх передает, что Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, прокомментировал: мой завет не коснется беззаконников, нет повиновения, кроме как в благом. Ибн Хуэйз аль-Миндад аль-Малихи сказал: нечестивец, аз-заалим, несправедливый, не может быть ни халифом, ни правителем, ни муфтием, ни свидетелем, ни рассказчиком хадиса. Вот на этом и закончился весь тafsir. На этом я завершаю сегодняшнюю хутбу. Если у кого есть какие-то замечания, комментарии, несогласия, пожалуйста, сейчас момент, и мы завершим этот наш прямой эфир. Аллаху а'алим. Дикду, сутявай таналеровой, кетчуни, нискетчуни, аярзю, шунмасана барков, адикел, дал наш лахкылвай кам, дал хитамш, дал бикна ошнувай, адикел шумасера, марш он. Amen.